Пошлите, я вам покажу вообще, что здесь происходит. Мы сами приехали в Алмату буквально пару часов назад. Очень вообще волнительно. Сейчас здесь происходит саундчек перед концертом. Концерт у нас будет буквально через 3 часа. Вот, нам нужно успеть познакомиться со всеми музыкантами, которых мы не знали, попробовать с ними сыграть. Но я думаю, что это тоже очень творческий процесс. Мы сами в Алмате даем концерт первый раз. Для нас это действительно очень волнительно, и это, в принципе, такой первый большой наш серьезный концерт, где мы представляем наш альбом. Это действительно какая-то такая колыбель музыки казахской. Выступать в консерватории — это волнительно. Мы, в принципе, ничего не ждем от этого концерта. Мы хотим сами получить удовольствие от самого выступления, показать всю красоту казахской песни, представить ее на французском языке и показать вообще казахстанцам, в том числе, как могут звучать казахские народные песни, и иностранцам показать наши народные песни, наши мелодии, в которых рассказывается вся наша история, культура, показать только с самой лучшей стороны. Okay, so I met them officially last year. I think it was springtime. I've seen them play in a bar in Astana, and they were really cool and they're really good. The music was so intimate. And then I was introduced to them. We have a common friend. So she has a friend that works in my school, so who happens to be my colleague. So that's how we got introduced. For the band, I play the cajon. It's a percussion instrument. Cajon literally means a box. So it's like shaped like a box. Идея жалпы ұнады. Енді әрине мен өзім бірінші рет бұндай жерде, мен жалпы дәстүрлі күйде, дәстүрлі өнерде жүрген адаммын. Сол себепті мен өзім үшін бірінші сынақ болайын деп тұр. Енді алғашқы сынақтардың бірі осындай ансамбльде, яғни артында сүйемелдеу ойнау, ансамбльдегі сүйемелдеу басқа, фольклорлық, ал мынандай более бенд дейміз ғой, қазіргі заманауи тұрғыда шамалы өзім үшін бір үлкен сын болайын деп тұр. Сол себепті с появлением этого проекта, как-то все оформилось, как-то все сложилось именно в какую-то такую уже форму, понятную, цельную. Мы выступали, у нас были проекты, когда мы с другими музыкантами играли. У нас были концерты совместные с клавишами, с саксофоном, в общем, всякое было. Просто с народным инструментом, да, действительно, мы раньше не играли. Посольство «Французский альянс», зная, что мы по отдельности являемся победительницами этого конкурса, пригласила нас, и что мы поем в дуэте, пригласила нас принять участие в совместном концерте с французской певицей Джойс Джонатан. Это было весной или начале лета прошлого года. Мы выступили вместе с ней, очень такие сжатые сроки, подготовили тоже там 2 песни, вместе с Джойс спели. И после этого они знали, что Асем пела, в смысле, что Асем сочиняет на французском. И они предложили, что вы не хотели бы записать эти песни. И мы подали заявку. Они ежегодно объявляют прием на культурные проекты. То есть любой желающий может подать заявку на любой культурный проект в рамках отношений Казахстана и Франции. Мы подали заявку, тоже все это очень быстро происходило. Буквально там ночью мы что-то допечатывали и придумали, как все это будет. Да. И мы именно хотели, что с одной стороны записать авторские песни, написанные на французском языке, и с другой стороны хотелось это как-то объединить все с казахскими песнями, с казахским песням, творчеством, традициями. Но все это на самом деле так странно, потому что это как-то неосознанно происходило. В смысле, реально не было времени на то, чтобы подумать, посидеть, встретиться, там как-то там составить такой глобальный какой-то там план,
по продвижению, и как у нас 2 человека, и помимо этого, в смысле, ну, у АСМ есть основной род деятельности, у меня есть, ну, какие-то свои дела. Ну, в общем, это все получалось так как-то все между. Ну, в общем, удивительно, когда мы встречались с ребятами, с музыкантами, мы все время удивлялись, думаю, господи, неужели они соглашаются? Почему им это интересно? Почему они это делают? Ну, удивительно. И то, что мы сегодня здесь, это до сих пор вызывает у меня лично такие очень смешанные чувства. Потому что удивляешься, как все сложилось, все удачно сложилось.